До знакового события чуть больше недели. Готовиться к празднованию 250-летия единения Ингушетии с Россией город начал загодя. Кстати, накануне и в день самого торжества в Сунже ограничат движение транспорта. Ограничено транспортное передвижение по улице Бояджиева, начиная от перекрестка Калинина до сельхозрынка. В частности, будет перекрыта улица Дзержинского, улица Луначарского, Карла Маркса, для того, чтобы люди, идущие на мероприятия, могли проходить на безопасности, беспрепятственно, чтобы полностью порядок был. Однако это не единственные ограничения, которые коснутся жителей и гостей Сунжи. Отправляясь на праздник, не лишним будет вспомнить и о мерах безопасности и запрещенных предметах. Администрация города Сунжи вынесла постановление о запрете торговли на территории и прилегающей территории, в киосках, в магазинах, напитков в стеклянной таре, опять же, напитков объемом более 0,5 литров. Также вынесли постановление при входе в стадион о запрете взрывчатых веществ, в числе петарды, вот таких колющие, режущие предметы. Также, как я сказал, напитки в стеклянных тарах будут изыматься в КПП. Но это все только 10 числа. А сейчас транспаранты, баннеры и флаги украшают город. Многие улицы уже в праздничном убранстве. Подготовка в городе идет поэтапно. По-спортивному быстро и весело реконструируют и стадион имени Дьякова. Более 30 тысяч квадратных метров изменений. Большая часть работы уже завершена. Остались последние штрихи. Сейчас здесь задействовано 50 человек, грубо скажем так. У нас сейчас идет укладка плитки, завершающие работы добивают моменты мелочные, которые надо завершить. Устройство плитки, потом идет декор колонн входной группы и поднятие монтажа металлоконструкции. Сдать стадион строители планируют уже 8 октября. Сам же концерт пройдет 10-го. По задумке организаторов, это будет трехчасовое представление не только на земле, но и в небе, где авиасы, знаменитые стрижи, покажут мастерство высшего пилотажа. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Новости 24.